Об абхазском научном обществе всегда говорили как о какой-то легенде. Вот в то время, когда, допустим, я еще начинал работать в Абхазском государственном музее, когда общался с археологом Львом Николаевичем Соловьевым, будучи его учеником по палеолиту, археологии. Очень много интересного слышал, много говорили о таких ярких фигурах. Рассказать об Абхазии миру, отстаивать интересы государства было жизненным девизом Станислава Лакоба. О своих достижениях он всегда говорил тихо и скромно. Публичные выступления Станислав Зосимович не очень любил, хотя и сам был одним из ярких представителей политической, общественной и научной жизни страны. Я вообще-то не сказал бы, что я публичный человек, хотя иногда могу вдруг. Не знаю, иногда вдруг, а так нет, потому что на меня публика плохо действует. Бесконечный поток людей, народ Абхазии, прощается с выдающимся ученым, политическим и общественным деятелем Станиславом Лакоба. Поверить в то, что произошло, тяжело. Совсем недавно Станислав Зосимович обсуждал с друзьями и коллегами планы на ближайшее будущее, продолжал изучать исторические архивы. Эту трагедию для абхазского народа мы пока еще не осознаем. Это глыба, величина, человек-эпоха. Мы росли на его выступлениях, когда он был депутатом первого созыва. К сожалению, человек-эпоха, он ушел сегодня от нас. Большая трагедия, это большая утрата для нас, как для народа Абхазии. Человек с сильным характером, добрый и отзывчивый. В каждом, с кем ему доводилось встретиться, он оставлял частичку тепла. Нури Салия, полковник милиции в отставке, пришел проститься со своим другом и вспомнить об его поддержке в сложное время. Этот был великий человек и простой. Я был основателем школы милиции и пришел к нему, попросил, я говорю, будешь председателем приемной комиссии. При его занятости он не отказался и большую лепту внес в становление Сухумской специальной средней школы милиции. Я ему всегда буду благодарен. Этот человек большой буквы, большого сердца. Коллеги Станислава Зосимовича отмечают, что в Абхазии есть люди, чья государственная и общественная деятельность во многом определила судьбу государства. Одним из них был Станислав Лакоба, ветеран национально-освободительного движения страны в сложные времена и не только, всегда был рядом со своим народом. Многое меняется в ходе войны, как будем так говорить. Вообще в ходе любой войны все обнажается, и самые, в общем, уродливые стороны общества, они как-то проявляются. И вот если мы справимся со своими определенными проблемами, у нас там проблем никаких не будет. Вот в чем, мне кажется, весь вопрос. Я вот сегодня вспомнила, как они с Султаном Асланбековичем ездили на переговоры в Женеву. И после приезда Султан Асланбекович сказал: Станислав настолько грамотно, настолько глубоко представил те вопросы, которые необходимы были представить, выложить, рассказать, донести данной организации. Не нужно было где-то какого-то корректива вносить, ни одного слова. Не надо было поднять не только слово, даже запятой. Я помню, как хорошо он сказал, нигде даже не было поставлено запятой, чтобы сказать, что это было бы во вред страны уже, Абхазия. Светлая память ему. Я сегодня лично потеряла одного из соратников Султана Асланбековича. Пусть все светлое достанется его душе. И как у нас говорят, ахратнах тамгрит.
траурной церемонии прощания приняли участие президент Бадра Гумба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, члены правительства, депутаты парламента, ученые и деятели науки. Окончив историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, Станислав Лакоба начал свою трудовую деятельность журналистом в редакции газеты «Советская Абхазия». В то же время появляются его научные интересы. Долгое время Станислав Засимович работал ученым-секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии, а с 1980 года перешел в Абхазский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия, в котором более 10 лет плодотворно работал научным сотрудником, а затем заведующим отделом истории. Траурный митинг открыл премьер-министр, председатель Государственной комиссии по организации похорон Станислава Лакоба Владимир Делба. Сегодня Абхазия прощается со своим достойным сыном Станиславом Засимовичем Лакоба. Он был одним из значимых представителей абхазского национального освободительного движения и политической жизни страны, который оставил заметный след в современной истории Абхазии. Станислав Засимович прожил яркую, насыщенную жизнь. Он верно служил Отечеству, какой бы статус ни занимал – ученого-исследователя, блестящего публициста, государственного деятеля. Его безвременный уход – большая потеря для нашего общества. Сразу после войны с Грузией в 1993 году Станислав Лакоба избирается первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, а с принятием новой конституции в 1994 и реформой системы власти первым вице-спикером Народного собрания, первого золотого созыва парламента. Он уже вошел в парламент с определенным багажом, потому что он начал свою идеологическую борьбу еще до того. И к тому моменту, когда образовался первый парламент, к нему относились уже как к человеку авторитетному, заслуженному, к нему прислушивались, потому что многие факты из истории на самом деле мы не знали. И только благодаря ему они стали достоянием гласности, достоянием всего народа. И при этом Станислав оставался человеком, он всегда был интересным, непредсказуемым. Я очень хорошо помню, как к нему относился Владислав Григорьевич Арзенбах. Могу сказать прямо, что практически ни одного сколько-нибудь важного решения он не принимал, не посоветовавшись с ним. Он мог принять и другое решение, но все равно с ним он советовался обязательно. Был еще очень небольшой круг людей, с которыми он тоже советовался, но в первую очередь со Станиславом. На протяжении многих лет он был участником Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Дважды с 2005 по 2009 и с 2011 по 2013 годы Станислав Лакоба был секретарем Совета безопасности Республики Абхазия. По его инициативе в 2006 была разработана и принята концепция национальной безопасности Абхазии. Авторству Станислава Лакоба принадлежит более 100 книг, монографий, статей, очерков, эссе, посвященных истории, политике, культуре Абхазии и народов Кавказа. Научное наследие Станислава Лакоба велико. Он является автором и составителем книг, монографий, сборников документов, мемуаров, статей, очерков и других многочисленных публикаций, посвященных вопросам археологии, краеведения, политической истории и культуры Абхазии в новое и новейшее время. Всего, что сделано им, или с его участием столь велико, что нет возможности перечислить все. Попрощаться со Станиславом Лакоба приехала и правнучка великого абхазского художника Татьяна Шервашидзе. Это была дружба длиною в 40 лет. Я не помню, как мы познакомились, потому что я помню его с детства. Он очень дружил с моей бабушкой Бианой Санной Шервашидзе. И она жила на Лакоба, и он всегда приходил. Но мое воспоминание о нем начинается с того, как он привел к нам в дом свою любимую Нателлу, и они еще не были женаты. Вот эта вот история их прекрасной любви
и соединения. И вот с этого момента мы стали достаточно плотно общаться. Вот светлый, добрый, очень достойный, очень порядочный. И, конечно, то, что случилось, это шок, это невероятная вообще трагедия. И мне бы хотелось приехать в Абхазию совсем по другому поводу. Одним из последних желаний ученого было открыть музей Нестора Лакоба, говорят близкие и друзья. Было много планов на этот счет, но жизнь Станислава Засимовича неожиданно оборвалась. В субботу вечером, 20 сентября, Абхазия содрогнулась от страшной вести. Страна потеряла выдающегося сына своего народа. Они вместе с супругой попали в дорожно-транспортное происшествие. Кавалера ордена Ахдабша второй степени, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки, похоронили в его родном селе Лыхны. Гугут Савардания, Роберт Ломия, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение.